Дорогие друзья, приветствуем вас, поздравляем всех литераторов, писателей, поэтов со Всемирным днем писателя. Всемирный день писателя – это не просто профессиональный праздник, еще и повод говорить о роли писателей в обществе. В этот день чествуют работников пера, дарят им слова благодарности. Ведь без интересных, значимых книг, статей в журналах и информации в колонках газет, что дарят нам знания, нам было бы трудно жить, ориентироваться в мире событий. И очень важно, чтобы она была честной, правдивой. По традиции особых почестей в этот день удостаиваются писатели, которые ярко и самобытно отличились на литературном поприще. И сегодня мы проводим встречу с народным писателем Якутии Николаем Алексеевичем Логиновым, который внес огромный вклад в развитие национальной, отечественной литературы, является крупным ведущим писателем современной якутской литературы. Николай Алексеевич – прозаик, драматург, народный писатель Якутии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, заслуженный деятель искусств Республики Саха, сопредседатель Союза писателей России, вице-президент Академии духовности Республики, действительный член Международной тюркской академии, заместитель председателя Всекитайского общества Ла-Цзи, лауреат Большой литературной премии России, Союза писателей России за роман «По велению Чингисхана», премии имени Шишкова, государственной премии имени Аюнского, лауреат литературной премии Прохоровское поле, международной литературной премии «Алжир» на перекрестках культуры, литературной премии «Алаш» Республики Казахстан, премии имени Расула Гамзатова, лауреат имперской премии и имени Ивана Гончарова. Пожалуйста, Нургуяна Викторовна, покажите презентацию. Нургуяна Викторовна Халгаева подготовила презентацию о жизни и творчестве Николая Алексеевича Логинова. Пожалуйста. Анна Ивановна, пока другому дайте, пожалуйста, слово. У меня здесь что-то не получается. Тогда мы сейчас даем слово Николаю Алексеевичу Логинову и просим рассказать, когда и как все начиналось. Ваши первые наставники и учителя. Пожалуйста, Николай Алексеевич. Выключите. Слышно, да? Да, слышно, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вот удивительное время наступило. Вот на расстоянии встречаемся. Наверное, так и дальше будет так. Все это меняет, как говорят, формат встречи, диктует свои особенности. Поэтому, конечно, это как-то странно. Я вас не вижу, а вы меня, я надеюсь, видите, да? Хорошо вас видим. Ну, что рассказать. Я родился в якутском, глухом якутском селе, которое от транспортных артерий это село находилось очень далеко, поэтому жизнь была сама по себе, протекала. Я учился в школе и потом, конечно, дальше приехал учиться в город Якутск, поступил на физико-математический факультет. В то время особо призвания и прочее такого понятия-то не было. Что ближе, что возможно, то и туда и поступали. И я всегда учился по физике, математике проще, легко мне все это давалось, поэтому, конечно, я пошел на физико-математический факультет.
И, конечно, это оказалось судьбоносным, потому что все мое, хотя я стал писателем, но вся моя писательская деятельность связана с техническим, технологическим складом. И мне очень помогала вот эта первоначальная моя специальность. Физик, математик, благодаря которым я мог проникать в какие-то отвлеченные для простого обывателя и вещи, и овладевать, понимать какие-то процессы. Поэтому на этом все базируется, и все мое творчество, особенно по техническим этим и по последним романам тоже самое. Я вначале такую техническую сторону понимал, проникал, а потом уже человеческую сторону. Поэтому очень сложно в жизни. Сложно в том плане, что молодой человек не знает, что будет востребовано ему в этой жизни. Вначале всегда, казалось бы, человек думает, что мне в жизни это надо будет, не надо будет. Очень часто приходит такое сомнение, что зачем я вот мучаюсь, зачем мне это надо будет или не надо будет. И вот я тоже долго сомневался во всех этих своих делах, но со временем оказалось, что все не так. И то, что я учился, чему я обучался полностью, потом востребовалось. Конечно, и мне приходилось потом углублять, расширять свои познания, чтобы понять суть таких процессов. Поэтому вот я специально рассказываю об этом, потому что вот такие сомнения, наверное, испытывают многие нынешние студенты. Правилен ли их выбор? Жизнь, она спектр очень широк. И чем бы человек ни занимался, туда опирается множество таких возможностей. И все эти возможности дает познание, обучение, образование. И самое главное то, что если человек потом самостоятельно должен развивать свои способности, свои познания. Вот так вот. Ну, давайте в таком ракурсе. Вы меня спрашиваете, что интересует. По любому вопросу я постараюсь дать ответ. Ответ в том смысле, что как я отношусь к этому. И в общем так. Давайте спрашивать. Нас очень интересует работа над вашими повестями первыми «Кустук», «Каменная мыс». Пожалуйста, расскажите подробнее о вашей работе над этими повестями и почему вы обратились к этим темам. Ну, писательское дело сложное. Я не могу сказать, вот, что управляет, что подталкивает к той или иной теме. Это сложнейший процесс.
Поэтому я не могу сказать нечто. Вообще в жизни есть нечто. Особенно в жизни, ну, для писателя, для художника. Нечто. Это нечто то, что лежит вне рамок реальности. И человек не знает, конечно, человек знает только то, что видит, то, что ощущает, то, что он может пощупать. А в жизни очень много таких вещей, которые происходят помимо твоего ощущения. И вот некое нечто как-то подталкивает, подбрасывает тему. Вдруг человек начинает интересоваться странными вещами, а в результате оказывается, что рождается у писателя такая тема, о котором он никогда особо не задумывался раньше. Вот точно так же получилось вот с этим Тасту Мусом. Это удивительная повесть получилась в результате того, что моя тетя рассказала такой, ну, жизненный сюжет. Старик приехал к нему, к нам приехал, ну, из ближнего села, и про него рассказывали, что он к нему приезжала вроде бы потерянная некогда дочь, но оказалось, это другая история. И я вот ухватился за это, что за дочь, что за старик. И вот этого все и началось. И в жизни, реальная жизнь, очень такие глубокие жизненные проблемы в результате высветились. И эта повесть была написана. Это было очень давно. Это 1900, где-то 79-й, наверное. 78-й, 9-й, 80-й год. Потом долго правил, долго там переводили. И вот эта повесть потом завоевала очень такую престижную и большую премию. Международную премию, переведенная на французский язык. Вот так. На французский язык была переведена и повесть «Кустук». Это повесть о любви, Да, преданности. Кустук тоже это результат моих интересов. Я никогда особо-то не вникал в эту тему, но потом я в результате моих командировок на север, и я вот услышал историю собаки, и вот зародилась эта повесть. Повесть о собаке, которая очень такая получилась философская. И эта повесть тоже была переведена на многие-многие языки. До сих пор. Сейчас уже в Белграде недавно издали книгу, в которой вошли вот эти оба повести. Баллада о черном вороне, она близка по тематике этой повести. Да. Ну, это на основании древней такой легенды, народной легенды. И на этом основании вот эта повесть родилась. Из глубин. Древние мифы, легенды, какую роль сыграли в вашем творчестве Якутии и других стран? Какие книги? Древние легенды и мифы якутские, северных народов. И... Да, древние легенды. Опять-таки тоже я, ну, как-то у меня есть такая тяга
к легендам и начинаю их разрабатывать, углублять, восстанавливать какие-то забытые детали. Ну, как-то получается как бы сотворчество. Сотворчество. И, конечно, получается, что в результате Скажите, пожалуйста, вы в своих интервью много говорили о своей бабушке, о родных, любимых, близких, соратниках, друзьях. Пожалуйста, расскажите о них. Какую роль они сыграли в вашей жизни? ну, в жизни каждого человека близкие люди играют очень большую роль. Также в моей жизни тоже сыграла большую роль. Очень много я получил от своей бабушки. Вот, особенно по древним легендам, по народным верованиям, понятиям. Сейчас поступают к нам вопросы. Вы можете сейчас задать вопросы, которые вас интересуют. Доброе утро. Разрешите, пожалуйста. Слышно меня, да? Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Ага. Вот меня зовут Василий Борисов, и я представляю Национальную библиотеку. Сейчас с 11 часов меня вызывают на совещание очень срочное, неплановое. Но свой вопрос я хочу задать Николаю Алексеевичу. Вопрос очень простой. Слушаю. Два вопроса, пожалуйста. Первый. Что делать, если, допустим, желание как бы заниматься творчеством есть, но пишешь, и какая-то ерунда совсем получается. Вот что можете посоветовать, пожалуйста, если вот такой вопрос, да? А второй вопрос, он касается вот жанра произведений. Бывает ли так, что, допустим, писатель или автор, он ну, как бы нацеливается на более популярные такие жанры, которые могут хорошо разойтись. И если это так, то на данный момент на какой жанр можно сделать акцент? Так, это очень сложные вопросы. Первое, я отвечу вам. Уж точно у меня есть свое мнение. Творчество, конечно, очень трудное. Говорят, говорите, что это не получается. Ну, это то, что вы ощущаете, что ощущаете недовольство своим творчеством. Это как раз-то говорит о том, что у вас требовательность очень высокая к себе, к слову, к сюжету. Это очень хорошо. Конечно, мой совет в том, что надо дальше еще разрабатывать, еще дольше писать, высидеть надо. Тогда в результате вот этих дополнительных очень усилий вы выйдете, перед вами откроются уже новые горизонты. И вот надо дождаться вот этой возможности. Многие вот не понимают этого. Многие как письмо пишут. Написали и тут же опубликовать. И им не стыдно, что это несовершенный текст. А то, что когда требовательность к самому себе высокая, это очень хорошо. Но с другой стороны, бывает так, что очень талантливые люди, у них вкус очень такой суровый, и они могут сами себя загубить в себе, сами загубить в себе
ну, таким безжалостным образом недовольны и уже прекращает усилия. Вот, конечно, это другая крайность. Конечно, вот тут какой-то компромисс нужен с самим собой. Как-то договориться с самим собой. Творчество не может быть сразу совершенным. Есть ученический период. Поэтому это дело очень тонкое. Вот таков мой совет. А так, насчет вот выбора жанров. Популярные жанры – это не моя тема. Популярные жанры – это не литература. Просто то, что блестит, то, что вызывает интерес на поводу этому, ну, это тоже такая, говорят, тоже литература. Но это не настоящая литература. Это граничит с журналистикой. Конечно, такая литература тоже имеет право на жизнь. Но настоящая литература, она вот, не нуждается ни в популярности, ни в каких-то таких невостребованности, по большому счету. Философские вещи, настоящая литература не скоро будет востребована. Востребована будет только редкими элитарными группами. А массовый читатель не скоро вернется к подлинной литературе. Это в связи с этим можно сказать, что в основном уже вот 30 лет прошло, как только после развала Советского Союза. И уже пришла совершенно новая жизнь, другая жизнь, другие, которые принесли другие интересы. Но я все равно надеюсь, ожидая, что интеллект будет востребован. Интеллектуальные интересы, он будет востребован во всех сферах, особенно в будущем. А кто лишен интеллекта, тот он будет уже на задворках жизни. А обрести интеллект, заниматься интеллектуальной деятельностью, это очень сложно, очень невыгодно, очень нерыночно. Но нет спроса на интеллект сегодня. Но, уверяю вас, за этим будущее. И кто пойдет по легкому пути, тот превратится, пополнит ряды обслуживающего персонала. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Поэтому мой совет вам: надо работать, надо проникать, надо преодолевать. А через преодоление, проникновение в такую философскую сторону жизни. Спасибо большое за советы, за такие подробные ответы на наши вопросы. Ну и вот большой вам привет, вас приветствуем от имени библиотек Республики Саха-Якутия. У нас 502 библиотеки по отрасли культуры сейчас. И я думаю, что не ошибусь и не совру, если скажу, что в фонде практически каждой библиотеки есть ваши труды. И они таким образом, ну, мы делаем... Ну, сейчас, конечно, работа немножко изменяется, но ядро-то остается как бы каким оно и было, доведение до широкого круга читателей вот таких хороших произведений, да, которые влияют на развитие культурного и интеллектуального уровня населения. Еще раз вам большое спасибо, поздравляем вас и ждем
новых произведений с нетерпением. Спасибо. Спасибо большое нашей библиотеке. Мы очень рады, что вы приняли участие. И сейчас продолжим нашу встречу. Философские повести Николая Алексеевича сыграли огромную роль в становлении писателя как романиста. И своим романом «По велению Чингисхана» писатель стал известен далеко за пределами республики. О его творчестве высказались такие крупные ученые и литераторы страны, как Бондаренко, Ганичев, Дементьев, Анатолий Ким, Костюковский, Московская, Огрызка, Чукреев и другие. Более подробно творчество Лугинова было анализировано в трудах Бурцева, Васильевой, Мареевой, Олега Гавриловича Сидорова, Пермякова, Туяра Николаевны. Также произведения писателя рассмотрены в работах Бурцева, Ноевой, Пашкевича, Окарова и других. И слово предоставляем Олегу Гавриловичу Сидорову, известному писателю, журналисту, публицисту, замечательному исследователю, академику Академии духовности Республики, председателю правления Ассоциации писателей Якутии. Пожалуйста, Олег Гаврилович. Добрый день, спасибо, Анна Ивановна. Да, на самом деле, мне кажется, сегодня очень важные темы затронули. Вот Николай Алексеевич в своем выступлении. Мне кажется, сегодня, конечно, да, возможно, меньше стали читать. Такая проблема существует. Я тут хочу напомнить слова самого Николая Алексеевича. Да? Он как-то в одном из интервью сказал: на каждого образованного человека воздействует множество идей, а значит и умов, с которыми он общается посредством книг. И это всегда было, есть и будет, потому что мы же, люди, нуждаемся в каких-то новых идеях, в осмыслении прошлого, исторического. И здесь, мне кажется, очень важное место занимают именно писатели, люди, которые создают художественные произведения. Да, возможно, меньше читают, но это как волна. Да? В какой-то степени, может быть, интерес уменьшился к художественной литературе. Больше сейчас читают так называемую литературу non-fiction, читают различные там детективы, легкую литературу. Это есть, но с другой стороны, вот костяк, кому нужны вот эти философские романы, повести, они всегда есть и будут. И вот как раз недавно Министерство культуры, вот заместитель министра Владислав Федорович сказал, что вот за 2020 год как раз интерес читателей именно как бы возродился к чтению именно романов, особенно вот исторических. И вот почему историческое? Это было вызвано также выходом на экраны фильма Тавендархан, да, интерес к произведениям Далана и Николая Алексеевича. Почему? Потому что они поднимают здесь очень важные вопросы для вот нашей якутской истории, да, потому что хотя, значит, ну, возможно, Николай Алексеевич пишет о глобальных проблемах, вот в своем романе «По велению Чингисхана» это же не только о существовавшей вот когда-то империи монголов, а именно он здесь поднимает вопросы соотношения власти, соотношения народа и государства, и также поднимает вопросы, насколько государство должно защищать свои народы. И здесь он выходит за рамки просто исторического романа. Это вот как раз философское осмысление вот прошлого. И оно как-то даже, мне кажется, в какой-то мере объясняет и сегодняшние процессы, которые происходят в политической жизни от многих стран мира, да, нашей Российской Федерации и вот стран бывшего СССР.
И в том числе вот почему потом Николай Алексеевич продолжил вот, исторические свои романы вот, «Умны», да, там, и также вот истории древнего Китая. Это все, мне кажется, взаимосвязано. Поэтому нельзя говорить, что вот читатель перестанет читать художественное произведение. Это всегда будет востребовано, и как раз сейчас молодежь читает, возможно, меньше читает бумажные, да, книги, а обращается к электронным книгам. И здесь, мне кажется, вот наша республика очень большую работу проводит Национальная библиотека, да, вот, оцифровка произведений наших писателей. И это становится доступно молодежи именно. Они открывают на своих смартфонах и имеют возможность это читать. Да. Так что здесь нельзя говорить, что писатели, поднимающие философские вопросы, проблемы бытия и нравственные вопросы, они как бы отходят на второй план. Нет, они впереди, потому что без этого, ну, как бы практически невозможно и сегодняшняя жизнь, и развитие. Поэтому я очень уверен, что Николай Алексеевич и дальше, в общем-то, будет открывать для своих читателей какие-то новые миры, да, потому что если мы читаем произведения вот романа Николая Алексеевича, мы для себя открываем какие-то другие миры, да, это не только вот в историческом контексте, а именно как осмысление прошлого, настоящего и будущего. Вот в этом, мне кажется, сила произведения Николая Алексеевича. И еще тут один еще момент надо, мне кажется, подчеркнуть. Вот его роман «Павлина Чингисхана» пришел к читателю вот 80-е-90-е годы, да, как раз время расцвета возрождения вот якутской культуры. И этот интерес к истории был очень высок. Древней истории народа Саха. Откуда мы, как мы здесь оказались в этих северных краях. И Николай Алексеевич дал как бы новое понимание вот национальной идентичности, что у нас евразийство, евразийская сущность как бы наших корней якутских народов Саха. Это вот именно, что мы здесь на севере являемся такими народом, который олицетворяет именно как раз евразийские идеи. Вот это, мне кажется, его вклад вообще в культуру, мировую культуру, да, можно так сказать, потому что евразийские идеи, они очень были сильны вот в такие периоды, когда мы шли дискуссии, да, о будущем. Это 20-е годы прошлого века, это 80-90-е годы 20 века. И в какой-то степени это тоже сегодня становится актуальным, да, потому что, например, вот, Николая Алексеевича очень уважают, его переводят на китайский язык. А Китай сегодня является одним из локомотивов развития человеческой цивилизации. Да, вот эти идеи насчет нового шелкового пути и так далее, это тоже все в этой степени вот развивает идеи евразийства. В этом, мне кажется, вот большой вклад Николая Алексеевича. Он воздействует на умы, на интеллектуальные силы вот, России, нашей Якутии и таких вот стран, в том числе и как Китай, потому что не зря его избрали вице-президентом общества Латвии. Да. Это тоже знак уважения, признания его именно как мыслителя, как философа. Спасибо. Спасибо, Олег Гаврилович, за содержательное выступление. И у нас такой вопрос к вам. Сегодня Всемирный день писателей. Какова, по вашему мнению, роль писателя в современном мире?
Но роль писателя, конечно, меняется, да, под воздействием различных общественно-политических изменений, событий, под воздействием технологий и так далее, да. Но он все равно остается, мне кажется, стержнем, да, развития. Об этом говорят очень многие, ну, как бы, статистические данные, да. Вот в целом есть такое ощущение, да, что меньше читают серьезные произведения, но на самом деле все-таки художественная литература, она востребована, и в разных странах это фиксируется, да, потому что писатель, он же выражает именно как бы основное, что сегодня воспринимается, да, вот, людьми, основные идеи этого мира и передает через свои произведения, да, массам. Поэтому роль писателя, она остается, мне кажется, огромной и одной из самых таких стержневых. И я уверен, что Российская Федерация это понимает, и руководство страны, да, вот недавно были приняты несколько решений, поддерживающих писательский труд. В нашей республике это руководство республики поддерживает писателей. Это очень важно, да, чтобы власти понимали, насколько востребовано писательский труд, это мировоззрение, это воздействие на мировоззрение населения, народа. В этом, мне кажется, вот настоящее и будущее, в общем-то, писательского труда. Спасибо большое, Олег Гаврилович. Продолжим нашу встречу. Важное направление правления Союза писателей Якутии было возрождение переводческой деятельности. Этим трудом занялся Николай Алексеевич. Им была составлена программа писателей земли Аланхо. По данной программе издаются переводы произведений не только якутских, но и русских, и писателей братских республиков России и СНГ. Вопрос Николаю Алексеевичу. Расскажите, пожалуйста, об этой вашей деятельности и как сопредседателя Союза писателей России, Международной Тюркской академии, заместителя председателя Всекитайского общества Лао Цзы. Ну, и если начинать с последнего, то мое произведение «Хунские повести» было переведено и издано в Китае 2 раза. 2 издания было. И, конечно, там очень большой интерес проявили. И на этом основании я начал сотрудничать с обществом Лацзы. И ныне сейчас я организовал, да и сам участвовал непосредственно в переводе на якутский язык произведений, высказываний Лацзы. Это очень сверхсложная работа, потому что это такая высокая философия, которая имеет множество подтекстов. И я, конечно, очень доволен тем, что я коснулся вот этой благодатной темы. Благодатная эта тема тем, что на якутском языке можно выразить такую глубокую философию, как философия Лацзы. Есть, значит, в якутском языке аналоги этих философских, очень глубоких воззрений, таких понятий. И есть возможность выразить. Конечно, чтобы это выразить и сделать перевод, надо, конечно, очень много работать, что эта работа только начата.
и будет продолжаться. Наверное, не одно поколение будет. И интересно то, что мы иногда находим такие забытые вещи в языке, такие древние понятия. Это очень и очень интересно. И мне кажется, мы только начали, а остальное будет за будущими поколениями. Я так считаю. А так, в качестве сопредседателя я очень рано меня избрали секретарем. Это было членом правления в 1985 году России избрали. А секретарем Союза писателей России в 1989 году. Это совсем я был тогда молодым человеком. 40 лет. И с тех пор мне поручили работу по национальным литературам Союза писателей России. А Союз писателей объединяет все народы. Вначале СССР, а потом и России. Ну, я работаю в этом направлении. Самое главное, что? Самое главное перевод. И мной издана целая библиотека. Я организовал перевод. И ранее переведенные произведения якутских писателей и наших друзей печатали мы на 2 языках. На русском и якутском. А это само по себе очень интересно, потому что тут же можно сравнивать 2 текста на русском и якутском языке. И тут же сразу начинает уже голова работать, соотносить, сравнивать, так критически подойти, насколько это удачно или неудачно выражено. А это само по себе очень интересно. Само по себе это чрезвычайно интересно. Поэтому я очень доволен тем, что я в течение многих лет я занимаюсь переводческой деятельностью. Но, конечно, одному человеку, когда общество в целом отклонилось от этого, одному человеку поднимать такой вопрос, тяжелый вопрос, очень сложно. Ну, что делать? Я не отбрасываю. Медленно, но верно мы двигаемся дальше. И, конечно, мы работаем в том направлении, что держать связи с нашими друзьями из других республик, с писателями Москвы, Санкт-Петербурга. И много раз они к нам приезжали делегациями, они встречались в библиотеках, в университете, со студентами много раз. И я надеюсь, что и в будущем мы сможем пригласить гостей, которые несут такие глубокие познания в области литературы, вообще по основам интеллектуальной мысли. Конечно, интересно молодому человеку видеть популярного писателя воочию, услышать его слова, его суждения. Это очень и очень важно. Вот так вот ответил я. Спасибо большое. Конечно, это очень важно. Теперь мы предоставим слово Гаврилу Гаврилевичу Андросову.
якутскому поэту, публицисту и переводчику, заместителю председателя правления Союза писателей Якутии, секретарю правления Союза писателей России и члену Координационного совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Пожалуйста, Гаврил Гаврильевич. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Во-первых, всех поздравляю с Всемирным днем писателя. Этот день, конечно, для нас, писателей и всего литературного сообщества, это знаменательный день, как раз один из первых дней весны. Все пробуждаются, все вот творческие силы человека, писателя начинают созидать и плодотворно работать. И вот я, с вашего позволения, перейду на якутский, потому что очень сложно говорить о моем учителе Николае Алексеевиче на русском, поэтому лучше перейду на якутский. Николай Алексеевич Лугинов бұл сақа прозатыгар бұл қара маңнайгы кирегіттен мен көрібер бұл бастығы айымнеларықтан көрдіққа оратытык кирбите, оннаттан кені бәйтін солын еген көрдінен барыда сүрдәқ бұл кенегелерден мен кетен көрібінен интерегіне керақсабілдәқ ол күрдік кені қара маңнайгыттан бастығыттан сағалабыт қайыс қатын қолығырды бұл мен деменлерді болуын, сәркеләққа да болуын, норалдыма сараңар, үлілереттен бұл еті сәхенлері сетен қотон істіған айы бұл сүрдәқ жоғын философскай притчевай сәхенлерге терді біттірі, оныттан ол сәхенлері қолабырды сағығыны ғыларға ғырылы бұд сәхенлері тастымыз болуын, сор, сәрке болуын, бұл ағатчыға, сақалданычыда ағатчыдығар, андыда ағатчыдығар бігірінен қолабыр Николай Алексеевич бұл сақа хуриятчылардан бастақынан нороттар иккардыларынағы андыдағы таханға білініне ұлбыт хуриятчы болар, ажир, крёски культур ден аттақ ұлаққан біремені ұлбыта, оныттан бұл сақа литературатығар андайды анын арıyı болар. Оныттан мен ордук керақ сәбітімден бұл кіне түйілгеден сақа тұстуқтарын туғынан сәхенігер бұл кіне келін Чыңыз қаны яғынан оны ұлу құннар, олар екеме сүрінен Чыңыз қаны яғынан оны ұлу құннар айымнеларығар оңыр бұл түрк, құн генералларын, ұлаққан полководистарын, государственный деятельдерін, образтарын арыгитыгар бұл түйілгеға ойулабыт тұстуқтарын саналарын олара психологическай түгенлері образтара сетен қотан тақсыбыттардан көребін. Бұл кене аяр лабораториятын, бұл стилин үйретіге сүрдәқ, кәрәқсәбілдәқ өріт бұғытынан көребін. Бұл көрдіқпіне бүгінгі кәпсетіге студенттер олар, онаттан әйге бұқылыр боғымталан теңнен көрі құтын сөптен бәйім санабын сүбебін етебін. Онаттан бұл Николай Алексеевич bir көсүйіге әтен тұрардақ бейі хуриятчылар анығы кәмттен ұрыққы кәмге эмиграциялырғы көхелі бітті. Оныттан бұл әті механа бар сүрдәқ, кен дерін өріттәқ, оныттан өрі бұл кені тоғаман иннейен әппетейден толкүйду саны жабын дөрін, оныттан көрдіқ бұна бұл әті механа бар бұл урукку кем, онна билинги кем, bir sitimnäхтәрен көрдөрөр ден сыналыбын. Ол күрдүк Николай Алексеевич Чыңыз қаны яғынан, отикелинге айымнеларын чолан, улу куннар, улары кеме, байтагара bir анығы кеме көрөбүн билинги кемнәгә биһиге олох бут, билинге андайды туруга, андайды даганы дойтубут даганы политиктарын, государственный деятельләрен
жайылара саналар ондықтан кенилер үлелere хамнастара халкалара мөккөртере барыта ол урукку кемнеге генераллар ханнар олохторугар оксугуларыгар мөккөдөрүгар тыктарылдан көстөр диэн сыналыбын ола бетереттен бу кихай махты касамети хынчанан сылларга сайтыбытын ихин бир өйбүт санабыт туруга тахыма куппут сүрбүт сербит майгыбыт сен бир теңник баран ихер ол курдукта сүйе жонуттан сагалаан күн бүгүнгү IT технология денеркен жона даганы hem bir kaharkalarda kırıcı köngül öydübültere bu bulas jonu kaytak jonu yün sanatın ularıtıyda bu bulas bul jahita bert bul jahi kurduk öydübültere barata ergiye sılcaların bir barata ki hay makka birdik Uruktanı bulurdu birin kırdırar diyen sınalıyın. Ondan bu olata bu haymak sürün kalakaların saydıdın ırıtar ayemyalar bu çakçı sakal literatür Nikolayev soruyu ayemyalara çakçı bu sakal literaturadan haymak tahamgar bigetik dillerdiler tahadılar diyen körebin bu sürtah ulakan çıkçal ondan ol çıkçal ondan ol Николай Алексеевич bu kıtta altıhar bu бүгүнгү сака хуриятчыларга эме сүртэ холоккан тахым онуттан бир этан тахым онуттан ону ол үрдүкү чыкчалга кимте кактагынан ытта талаха сатырга ыңырар көртүл даны ден эйдёккөк онуттан bu мен санабартан bu Николай Алексеевич bu айымнялара sen bir bu andaydı literatüratın gar hükümüs fondu gar kirehterden ödebüllerkin ondan bu olan doktenti bu kini kelingit uları kemedyen aramana bu kaytak çocuğundan anğuldan nispeten karatık çoban hornaga tahararga beşettirge körbüt olan bu Körдөкнөттөн Николай Алексеевич чакчы улаккан ирде бетус бетигер бастан туран ирдебиллери туроран кас бирти этитин тылын дегетин тупсаран оңоран ихере үрдэх ураты онутан бу аяр киеха суруяр киеха улаккан оскола ден сыналыбын онутан бу улары кеме ден арамантан механа бар күн бүгүнгө шүйдүк ырытылыбакка турар оттон эше иджеритен бу литературоведтар суруятчылар критиктер бу общественность аяр интеллигенция эше колбут араран ырытан дирин байкал курдук элбэх саналардах идеялардах айымны арыйдар арыян изега ден саныбын онуттан бу туохтентон күн бүгүнгү биги андайду онна Россия туругар билинги боло турар бухигамайгига механа бар бораман сүрдахылдах пети берер айымны гуйтан көрөбүн онуттан бу механа бар бу min boramanyttan türünden politiklerga ağalarga şübedektin bağırabın onuttan ete Николай Алексеевич baska ületin tuğunan kefsani haddılar onu kördektin ede Николай Алексеевич'ten bu oloqtabut seriyete bu saha literaturatın dik bayıtta onuttan saha духовной культуратın Россияга тарарга бир улаккан түйүк үс болла ден көрөбүн онуттан күн бүгүнгү эмне бу серия менен улаккан нык интеллигенцияга хуриятчыларга культура искусство деятельлерге сыналаныктар болтата билинилектен өйдөбүллактин онуттан күн бүгүнгү
Биле күнүнен өссүтүгүл кабары кебер. Спасибо большое, Гавриил Гаврилович. И у нас к вам еще вопрос. Как вы представляете роль писателя в современном обществе с точки зрения молодого писателя? Пожалуйста. Ой, что сказать? Конечно, сейчас вот модно представиться молодым писателем. Это так, начиная с 15 лет до 40, до 50. По-моему, это как бы уменьшает ответственность перед литературой, перед искусством. Поэтому если ты начал серьезно писать, то ты должен ставить планку не молодого писателя, а вот настоящего профессионала, мастера художественного слова. Это я прирочиваю вот Николая Алексеевича, потому он всегда ставит сверхзадачи и большие цели, и поэтому вот и я считаю, что вот в современном мире в якутской литературе, всей литературе России, вот молодые писатели должны, во-первых, помнить истоки, традиции, а также, во-вторых, ставить перед собой грандиозные цели, чтобы они и служить не каждодневным разным тенденциям, течениям, и чтобы не нужно думать не о лайках и не о своем рейтинге в современном мире, а вот нужно думать о том, чтобы о твоем творчестве, о твоей работе вспоминали будущие поколения, потому что считаю, что вот сейчас же модно стать модным блогером, общественным деятелем. Но, по-моему, это, конечно, в какой-то мере надо, но это все тактические только цели. А вот писатель должен думать и работать стратегически, чтобы я считаю, что писатели — это кузнецы будущего народа, страны и всего человечества. Спасибо большое. Это очень важно. Спасибо вам большое, Гавриил Гаврилович. А сейчас мы попросим озвучить презентацию, которую вот вы видели на экране, Нергуяну Викторовну. Во время выступления вы видели вот эти вот фотографии книг, важные моменты, события из жизни Николая Алексеевича. Можно мы вернемся вот к началу и покажем презентацию, и просим озвучить. У нас сейчас идет запись на YouTube, и было бы хорошо, если бы вы рассказали. Антон, литературный музейга экспозициялахпыт народный хуриячылык тустарнат. Эллеттен, аммачылыктан, сорунумалантан хагылан, кинлери картскаларынан көрдөрөн, айыр үлелерин көрдөрөр экспозициялахпыт, стенделер балар, экспозиторден, ииллерде. Онтон Николай Алексеевич кини карабастыкытан үлеләбит үлетин, айбыт үлелерин көрдөрөр, итинник выставкалахпыт. Оттон бу презентация буллага ди, онтон выставка бутыгар кылгас кына баран теттик сына буллары киллер бит урсумнун. Атын хуриятчылар, Россия хуриятчылара, литературоведтар, литератураны хеңәрәтчиләр, бу хуриятчылар тустарынан кинер туоханалахтырын, кинер аймняларын тустарынан ден онны көрбүппүн. Мен онтан хатардан билген эхи болгон тагытугар этехпин багарабын. Бу манна презентацияга хорого кирбите, эти эхиги көрдүгү, оны мен каталабаппын.
Антон бу стендердигер бар хорох долларын ити тоопсайнан Николай Алексеевич туһунан сынабылары каратык этен агыктын хө. Бихи музей битер эдер хуриятчы үлеләбитә, помою гохин билген бихи кадымтер хуак Николай Аргунов мандык кен этен турардага бит. Олус үрдүк тахыннах уус уран айымны Россия хударыстыбатыгар олус улақан уларыттылар бара турар кемнелгер агыяк аксанах омук литературатын түһүлгетиттен айылдан тахсыды. Бу омук сүре кута бөгөтүн өйе санааты чинин сайдысын тахама үрдүгүн көрдөр бите. Россия марарнай өттүнен самай самныбат кемигер обществоға эм кериете болбута. Аңардас ити да үтөтүнен Жыңыс кан ягынан айымне андойдут литературатын историкигар үрдүк санабылы ылар аналлах ден көрүлбүтебит. Дора Егоровна Васильева. Николай Лугинов, писатель-новатор. Творчески обращаясь к опыту лучших писателей России, он широко осмысливает философию жизни родного народа и утверждает в своем творчестве высоконравственные общечеловеческие ценности. Его произведения, отличаясь чисто национальным колоритом, освещены светом глубоко гуманистических и общечеловеческих идей. Урсун хүбдә хәме улаханис коханнах әтиләре әтән каллар бута. Этер оны кылгастыга тимәре. То каннигеннән Николай Лугунов всегда нарын иеләх лирик прозаик дисән. Ол кини бастыга кепсәннәрдән норалҗыма чараңар дигән сәхнәдән сагаламда. Иккеһеннән Лугунов бәлүһәк сурьятчы. Олого бәлүһәктү көрүтен чагылкай кулабырдарынан усту, суар, сәрге курдук тәттик сәхнәләре булалар. Үсүһүнән кини сака прозаиктарыттан бир бастакынан бәйбәйләрен кытыры олимпийскай ийлер курдук. Араксыз патты тихиллибит мозаичнай образтары. Геройдарын оюлаһынын оннук уратытык устуктук таңарден. Эппит айбыт сурьятчы. Ылан көрүн мендемәннәр ден романга Айдар Быстахов образын. Төрдүһүнән эме бир бастакынан кепсәннәр сәхнәт тихиттерин бербите. Цикл курдук. Ол курдук маңнай айгылла кепсәнне көстер герой жылгата келин тас тумус сәхнә сехелемите. Эбетер күрәк сәхнә кирбит Макар Находкин образы желәх кихи сәхнә сетерилибите. Ол ихин сурьятчы кәннике тақсытыгар ити икки сәхнә желәх кихиден атынан колбабытта. Оттон Николай Алексеевич музейга эме үлете туох маннык кабаннах үленен барар. Осынан эйге вескәһенеден. Эйге бар болан туох барыта личность быһытнан биллән көстен суолун солан барарден. Онна бу музейга эйге вескәһенеден маннык проекттахпыт эйге ден. Оны олата колбара туох сүбенен аманан бир саналахтар мустаннар маннык үлелилерден. Ол курдук колбара бихиха былырын ти проегынан үс эжейдерден. Хүбдәг жүгей эме туохтарахын болбута. Татьяна Ивановна Румянцева, Дора Егоровна Васильева, Раиса Терентьевна Аммосова туштарынан ити бишер болбута, оны да атын бишердер болбутара. Же кылгасты кеттака тинник. Манан бүттү. Анна Ивановна. Спасибо большое, Нигуляна Викторовна. Сейчас мы даем слово представителям нашего славного университета группы литературного творчества. И ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. Студенты группы литературного творчества из университета. Просим вас выступить. Ну, тогда они попозже выступят. А мы сейчас попросим Николая Алексеевича ответить на такой вопрос, что вот вы возглавляете литературный музей имени Аюнского. Какова, на ваш взгляд, задача литературного музея, хранилища книг, творчества писателей, рукописей?
Ну, роль литературного музея – это сохранение памяти, вещественной памяти о выдающихся писателях нашего народа. И народ с удовольствием приходит к нам и, конечно, проникается в атмосферу прошлых времен и проникается атмосферой творчества любимых писателей. Мне кажется, вот это, конечно, есть периоды, когда это выходит на первый план, и народ ходит толпой, но бывает так, что этот интерес затухает. Но я надеюсь, что это временно, и сейчас тоже мы ощущаем оживление интереса. Вообще литература является интеллектуальной областью. Литература связана с мыслью человека, с помыслами человека, на основании которых может состояться личность. Поэтому недооценка этого фактора – это, конечно, очень проигрышно для развития личности. Вообще человек, я считаю, из древних времен особо не развивается. Просто он проявляется, мне кажется, по-разному. Потому каково веяние времени, требование времени. И поэтому мы находимся в иллюзии в том, что мы развиваемся, что мы выше прошлых поколений. Мне кажется, что ничего подобного. Это просто технологическое состояние ума, бытия мы путаем с интеллектуальной составляющей. Интеллектуальная составляющая не меняется. И мы, человечество с обретением письменности пало в другую крайность оценки прошлого, как будто вся интеллектуальная жизнь началась с обретения письменности. Оказалось, при внимательном изучении оказалось, что это не так. Или не совсем так. Потому что интеллект, он развивается просто на бытовых жизненных подробностях, на взаимоотношении человека с природой. И вот этот фактор отбрасывается, не учитывается. Современный интеллектуал, якобы интеллектуал, ведь многого лишен того, чем владел, например, очень отдаленный его предок, живущий в лоне природы, который он добывал сам себе пропитание, сам обустраивал себе жизнь. Это очень спорные вещи. И я бы очень хотел, чтобы вот студенты запомнили вот это. И потом бы, может, кое-кто возьмется за исследование вот этой проблемы, что о заблуждениях человечества. Высокомерие человека не только там в отношении другого человека, а в отношении своих
ближайших предков, своего прошлого. Эта ошибка не так безобидна. Ошибочное представление о жизни приводит к ошибочным, очень трагическим последствиям. Я бы очень хотел, что человек, отдельно взятый человек, ну и общество в целом, да и человечество вникло в эту проблему заблуждения. Ныне как никогда выпукло показалось вот это заблуждение. Я надеюсь, что молодое поколение сейчас, вот, особенно в наше времени, когда все сейчас выпукло, показалось, или все проблемы, и вскрылись все язвы общества. И сейчас чрезвычайно интересное время, интересная пора для размышлений, для философского взгляда на жизнь, на общество, на культуру в целом, и найти своего, самоопределиться, где находится человек в этом хаосе проблем. Поэтому интересное время мы живем. Вот так вот. Спасибо большое. Сейчас мы просим желающих выступить и задавать вопросы Николаю Алексеевичу. Студенты университета, группа литературного творчества. Да, тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. От имени Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, а также от Института языков и культуры народов Северо-Востока, от преподавателей кафедры якутской литературы, от студентов отделения литературное творчество, разрешите поздравить со Всемирным днем писателя Николая Алексеевича, Анну Ивановну, Олега Гаврилевича, выпускника нашей кафедры Гаврила Андросова. И хотели бы пожелать всегда иметь свою творческую музу, вдохновение, а также дальше и дальше нас радовать новыми и интересными произведениями. Спасибо вам большое от благодарных читателей. Спасибо. Спасибо. Просим желающих выступить, задавать вопросы. Николай Алексеевич. Интересное наблюдение у меня. Да-да. Я всегда наблюдаю за своим окружением и вот наблюдая вот нынешним поколением. Странное поколение пришло. Совершенно иное поколение пришло. Вот 2021 год. И вот поколение это напоминает мне поколение 50-летней давности. Это поколение чем-то мне напоминает поколение своих дедушек и бабушек. Почему, я не знаю. Интересно. По своим интересам, как-то по своей такой стеснительности, что ли. Совершенно не характерно для поведенческие какие-то вот эти и предпочтения. Интересно, странное вы поколение. Мне это очень приятно.
молодые люди, похожие на таких умудренных опытом, таких немолодых людей, как будто бы. Почему мне так кажется, я не знаю. Совсем недавно было иначе все виделось. А вот ныне пришло вот это поколение, которое я вообще восхищаюсь. Странно, почему так, я не знаю. Так, почтенные люди. Мне неудобно перед вами. Неудобно с вами разговаривать. Какие-то вы умудренные опытом, о котором вы не помните. Но этот опыт какой-то что-то диктует в вас, в ваших поведенческих глубоких предпочтениях. И мне кажется, за этим стоит вообще... Я надеюсь, что вы очень ярко проявитесь, вот это поколение. Вот каково мое суждение о вас, хотя я вас не вижу. Я разговариваю, как будто перед этим на берег Ледовитого океана прихожу и разговариваю с матушкой. Точно так же с вами. Я вас не вижу и разговариваю с вами. Выживший из ума старик. Такое время. Просим желающих еще задавать вопросы и выступить. У нас открытый микрофон сейчас. Николай Алексеевич, өте күнінен. Ага, мен сәргәләққа тесәһенең туһунан ыйып бутым улық ақпатлар де. Сәргәләққа сәһенең прототиптара кимнәгә яқын багарабыт. Булары өте ағайты бігі мен күден кәпсәбіт кемім күрдік дейді. Ол булар өте ағайты нехен қағандағаны солтаты сөппет отын сәргәләқтен сәргәләқ болады. Прототиптарын мен отча прототипті айтым оға бәйті еттен таққан кәлер. Бар жан күрдік. Аны надикте усыранайы мне геройдара кеме қара марыныр да боллақтарына кәнекі бәйлері тұспа лишнас жан күрдік олыран кейрен барын. Дикті бағай. Олықтан тұтылуға сұбақ. Бәйлері тұспа лишнас күрдік болан барындар. Ол надикте. Мен ханы эксперимент күрдік. Ондықтан бұл жин олықтан хотча ұлыған тұтылуға олық. Сюжеті дағаны геройдара дағаны. Онна білген бұл кәмге кәлен итінне ити сәхәңге интерес бол бұта мен хадикті. Білген оқ дикті бай предпочтенияға теген олағатын. Еще желающие выступить, пожалуйста. Может быть, сотрудники музея Яна Викторовна выступит. Есть еще вопросы? У меня есть. Здравствуйте, меня зовут Таисия Григорьева, я студентка 4-го курса литературного творчества. У меня вот такой вопрос. Где вы находите вдохновение и как, вопрос точнее, как придумываете сюжеты к своим произведениям? Николай Алексеевич. Ну, как вдохновение для прозаика, это такое устаревшее понятие. Вдохновение в том смысле, в каком это представляет, ну, наверное, бывает, но работа прозаика – это тяжелая черная работа землекопа.
Изо дня в день надо будет работать. Изо дня в день. Изо дня в день. Ни одного дня нельзя пропускать. Если я и даже в командировку еду, все равно на коленях у меня мой блокнот, куда я записываю, продолжаю работать. Приезжаю туда в гостинице, обязательно у меня блокнот с собой. Продолжаю работать. Поэтому, а если прерывать, это, конечно, терять большой пласт времени. Потом обратно проникать, внедриться в эту сферу, в которую ты кое-как проникся, очень трудно. Поэтому такое, все это делается огромным проникновением в суть, ткань работы. Нельзя выходить из этого состояния, пока не закончишь. Конечно, бывает так, что одно отложил, не закончив, можно другое, а потом вернуться и снова продолжать. Так продолжается веками, не веками, десятилетиями может. Очень настоящее художественное произведение пишется долго. Конечно, может, кое-кто может написать стихотворение быстро, может быть. А проза, роман пишется годами, десятилетиями. Над Чингисханом я работал где-то 2 десятилетия. И начал относительно молодым человеком, закончил инвалидом войны. Вот так вот. А что делать? Раз взялся и... Ну, взялся. Я, конечно, сознательно не взялся в это. Нечто меня подвигло. Опять я говорю нечто. Нечто, которое невидимое, какие-то обстоятельства тебя подталкивают к этой идее. А так нормальный человек не может решиться написать о Чингисхане, однажды проснувшись. Так не бывает. А я признаюсь сегодня, что долго сопротивлялся, потому что для меня тогда казалось абсурдным. И меня многие потом, когда даже решился, нехотя, откуда-то приходят к тебе мысли, совершенно незнакомые мысли, нехарактерные мысли. И вот ты начинаешь записывать нехотя. Ну, чужеродное вначале. Это не твое. И вот потихоньку проникаешься. И многие тогда отговаривали. Вот молодой человек спросил насчет популярных жанров. Есть, наверное, люди, которые выбирают какие-то интересные жанры. А у меня, например, никогда не приходилось выбирать, а просто передо мной появлялось нечто, мне передо мной ставило некую задачу, и я не мог от этого отвертеться. И вынужденно, нехотя, начинал писать то ли это о собаках, то ли о черном вороне, или там Таз, Тумус. А в конце концов вот этот военные романы. Потому что кроме этого уже ни на какую тему голова не подключается. Ты вынужден думать об определенных вещах.
Конечно, если ты это воспримешь, уже на долгие годы запрягаешься в эту проблему, очень глубокую проблему. Поэтому я вот так отвечу, что в большом творчестве человеческий выбор, ну, наверное, бывает, но у меня выбора особо никогда не было. Нечто меня всегда вынуждало. Вот Добрый еще. день. Я вообще не Можно? люблю литературное творчество. Для меня это вынужденные занятия. Я ненавижу это дело, но делать нечего. Уже жизнь прожита. Это ваше Я с признание. удовольствием закончил бы. Тут еще Доб- вопрос прозвучал, пожалуйста. Ага, добрый день, я Людмила Павловна Григорьева из кафедры якутской литературы. Мы сегодня со своими студентами с начала мероприятия сидим и очень благодарны Николаю Алексеевичу. Как будто мы побывали в творческой лаборатории писателя. Очень много полезных и нужных советов из своего писательского опыта узнали. И у меня такой вопрос. Каково ваше отношение к критике и как вы оцениваете современное состояние якутской литературной критики? Спасибо. Ну, критики-то уже нет 30 лет, потому что подорвана экономическая основа. Нету гонораров. И, конечно, кто будет писать бесплатно? Бесплатно работать. А вот писатель, ему как писатель это не совсем свободный человек, это как раб. Ну, что будут платить, не платите, будет писать. И вот я работаю уже сколько лет? 30 лет без всякого поощрения. А тут еще и самому приходится платить за переводы. Меня очень много переводят. На китайский сейчас переводят. На немецкий переводят. На казахский язык переводят. Киргизский перевели Чингисхана. Ну, много. Ну, поддерживать это, конечно, мне глубоко неинтересно. Конечно, интерес есть такой, у них есть, а у меня интереса нет. Я это на это особо без такого воодушевления смотрю. Но людям интересно и снимают, переводят. А так трудно поддерживать вот этот интерес. Спасибо большое. Наша встреча подходит к концу. Если есть желающие еще, то можете выступить. Ну, спасибо. Мы благодарим. Да? Анна, Яна что Викторовна, сказать? пожалуйста. Яна Даниловна. Ага. Спасибо. Извините. Хочу всех поздравить с таким замечательным Всемирным днем писателя и пожелать, конечно, и поблагодарить всех писателей за то, что они погружают нас в иной волшебный мир, в иную какую-то реальность. И сказать такие замечательные слова Антона Павловича Чехова о писателях. Настоящий писатель – это то же, что древний пророк. Он видит яснее, чем обычные люди. И я думаю, что все собравшиеся сегодня наши писатели именно такие вот пророки в нашем Отечестве. Спасибо им большое. И еще раз всех с праздником. И Анна Ивановна, вам большое спасибо за такое замечательное мероприятие. Спасибо Николаю Алексеевичу, Анне Ивановне. Спасибо большое. Спасибо. Можно Мы благодарим я вас. скажу напоследок? Да. Анна Ивановна, можно несколько слов? Да, конечно. Вот я скажу вот этого, вот удивительно. Вы у меня, наверное, я надеюсь, видите, а я вас не вижу.
И я бы хотел вам одно пожелание сказать. Пожелание, что надо становиться интеллектуальной личностью. А как это быть очень таким тонким читателем самых лучших произведений Бальзака, Хемингуэя, Толстого, Гоголя. Ну, в общем, самых-самых выдающихся писателей. Но не бульварные романы, конечно. На бульварные романы тратить время не нужно. И телевидение тоже человек должен управлять своим временем, не смотреть вот эти мыльные оперы, а смотреть только классические вещи, слушать только классическую музыку и читать только классическую литературу. Только классическую. Вот тогда человек станет интеллектуальным человеком. А это придаст совершенно иные возможности обладателю этого интеллектуального потенциала. Поэтому я вам очень советую. Я никогда такие вещи не говорил никому, но удивительное у меня ощущение сегодня, вот перед сегодняшним аудиторией, которую я не вижу. Это, мне кажется, вы какие-то, то, что ваши интересы, ваши предпочтения совершенно иные, чем которые у тех, которые были перед вами 10, 15, 20 лет назад. А какой-то вы особенные, я надеюсь. Человек всегда надеется на особенное. И раньше это логично было пожелать. Становитесь интеллектуалами перед темными людьми, которые никогда ничего не прочтут. А сегодня мне хочется надеяться, что вот вы именно то поколение пришло, которое носит в себе какой-то иной потенциал. Поэтому я желаю вам такой войти мир интеллекта. И желаю вам очень таких успехов. Это очень трудный путь, но очень такой выгодный со всех сторон путь для молодого человека. Спасибо вам. Спасибо большое. Была очень интересная, содержательная встреча с Николаем Алексеевичем. Мы вас благодарим и наших дорогих гостей. Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейшей творческой работы и вдохновения. Спасибо.